Добрый вечер. Время новостей на АТР. 15 декабря, пятница. В студии для вас работает София Абляева. Крымские правозащитники просят мировое сообщество оказать содействие в предоставлении надлежащей медицинской помощи фигуранту вымышленного оккупантами дела про вымогательство Бекиру Дегерменджи в Крыму. Он сейчас в реанимации Симферопольской городской больницы. В СИЗО у него обострилась бронхиальная астма. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Сегодня врачи провели консилиум. Жена Алие Дегерменджи сообщила телеканалу АТР. Врачи стараются держать мужа в медикаментозном сне. Состояние не меняется, оно тяжелое, он находится на вентиляции легких. Что сегодня был врач, который делал бронхоскопию, был кардиолог. Он не может сейчас дать нам точный диагноз, который бы мог сказать, что нас ожидает в дальнейшем. Поэтому каждый день он нам что-то будет приносить новое. Но единственное, что было сегодня приятным, это то, что он сказал, что мы можем его сегодня покормить. Это жидкие каши, которые через зонд будут вводиться. И плюс это кефир однопроцентный. Нами подана жалоба в порядке 39 статьи Европейский суд по правам человека. Это экстренные меры. Надеемся, что хоть это каким-то образом продвинет это дело, потому что на все наши жалобы и заявления, которые мы подали здесь, пока никакой реакции, никаких ответов нету. Сын Бекира Дегерменджи – фигурант другого сфабрикованного в Крыму дела 26 февраля. Ныне он под домашним арестом. Накануне подконтрольный Кремлю апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения Мустафе Дегерменджи. Адвокаты просили, чтобы суд разрешил ему выходить из дома и дал возможность зарабатывать на жизнь. Суд ходатайство отклонил. Мустафа сказал, что у него папа в очень тяжелом состоянии, лежит в больнице, потому что ему отцу сейчас не дают пенсию, мама не работает, и он тоже сидит под домашним арестом, но суд этого не услышал. Они сказали, у вас есть украинский паспорт, поэтому вы можете уехать в Украину, а там уже это. Но он сказал, я никуда не собираюсь уезжать, потому что у меня отец сильно больной, и у нас семейное положение сейчас очень трудное. Поэтому я хочу, чтобы помочь маме. Но они этого не услышали и не хотят слышать. Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя перенес заседание так называемого дела 26 февраля. Сегодня планировали допросить двух фигурантов – Мустафу Дегерменджи и Али Асанова. Причина – адвокаты не пришли на заседание суда. 5 обвиняют в участии в массовых беспорядках во время митинга за целостность Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Адвокат Амельченко участвует в другом судебном заседании и не смог явиться сюда. В результате этого заседание отложили. Следующее заседание будет 18 декабря, это понедельник, в 11:00. Единственное, хочу добавить, что 18 числа по всему Крыму также будет около 55 административных заседаний. И поэтому, как это будет, сможем ли мы приехать на заседание, смогу ли я приехать, еще мы не определялись. К еще одному фигуранту дела про вымогательство Асану Чапуху допустили адвоката. Айдар Азаматов пытался встретиться в СИЗО со своим подзащитным, у которого резко ухудшилось здоровье на протяжении 3 дней. По его словам, 7 декабря Асан Чапух перенес микроинсульт, а сейчас чувствует себя еще хуже. К нему допустили медиков, которые никак не повлияли на его состояние. Адвокат Азаматов рассказал, что Асан Чапух по-прежнему не может самостоятельно передвигаться, ему тяжело дышать и говорить, левое плечо, рука и нога у него по-прежнему нормально не функционируют. Все документы, необходимые о его переводе в одну из больниц Симферополя, готовы, и они лежат на столе у начальника. В ближайшее время, то есть я надеюсь, я думаю, что они слово свое сдержат, и в начале следующей недели все-таки его переведут
в одной из больниц для того, чтобы оказали квалифицированную помощь. Асан Чапух – один из 4 фигурантов сфальсифицированного дела о вымогательстве денег у гражданина Турции. 23 ноября оккупанты во время так называемой спецоперации арестовали группу крымских татар. Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач и Кязим Аметов будут находиться за решеткой до 15 января. Оккупанты судят крымчанина за желание провести футбольный матч в честь пропавшего в Крыму Эрвина Ибрагимова. Против члена Меджлиса Первомайского района Крыма Энвера Эмирасанова возбудили дело. Якобы 16 сентября в поселке Крестьяновка без разрешения местных властей он пытался организовать футбольный турнир. На поле тогда даже вышли команды, должны были бороться за кубок имени Эрвина Ибрагимова, члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар, которого оккупанты похитили в мае прошлого года в Крыму. Полицейские не дали мужчинам сыграть в футбол, апеллировали это отсутствием официального письменного разрешения. Сегодня должен был рассмотреть суть дела Энвера Эмирасанова, однако заседание не состоялось. Если вину представителя Меджлиса докажут, ему грозит 30 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей. Дело перенесли в связи с тем, что, как пояснила секретарь, либо же помощник судьи, что дело направили на доработку в правоохранительных органах полиции. Делегаты ПАСЕ 20 стран подписали жесткую декларацию о попытках вернуть Россию в Ассамблею без выполнения ею резолюции Парламентской ассамблеи. Об этом сообщил председатель украинской делегации Владимир Арьев. Если Россию вернуть в ПАСЕ без выполнения ею резолюции организации, это повлияет на авторитет Совета Европы. Страна-агрессор не должна иметь голос в ПАСЕ. Декларация «Защитить ценности Совета Европы и авторитет» как раз об этом. И подписана она 20 странами. Заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз говорит, большинство стран в Европе выступают за санкции против России. На днях Чийгоз выступил на заседании Комитета министров Совета Европы. Обратил внимание на преступления агрессора и призвал остановить любые попытки восстановить полномочия России в этой организации. Поощрять Россию подобными имиджевыми проектами, которые потом оборачиваются кровью десятков тысяч невинных людей на востоке Украины и в Крыму, это преступление. И эти люди, эти политики, эти институты международные станут соучастниками этих преступлений. Ахтем Чийгоз считает, достучаться до делегатов парламентской ассамблеи можно через общение с общественными организациями и лидерами общественного мнения европейских стран. А уже заявление на высшем уровне – это результат таких действий. В частности, 14 декабря европейские эксперты призвали ПАСЕ не стать трофеем России. Мы призываем государства-членов Совета Европы не становиться жертвой шантажа России и не отменять санкции, включая приостановление права голоса в ПАСЕ в отношении России, введенные после аннексии украинского Крыма и военной агрессии на Донбассе. Сегодня стало известно, в ПАСЕ таки будут говорить о возвращении России. Тем не менее, санкции снимать не планируют. Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая выразит только видение. И на голосование вопрос выноситься не будет. Поэтому прогнозы для Украины могут быть оптимистичными. Поки що Росія не зможе повернутися в ПАРЕ, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Кожна країна, коли вступала в Раду Європи, вона не просто туди записувалася і ставала членом, вона проходила певну процедуру для того, щоб довести, що вона відповідає стандартам і цінностям, приймає цінності, які сповідує ця організація. Якщо асамблея теоретично, гіпотетично, там подумаємо, що вона ухвалить такі рішення, то це означатиме, що ця організація помножить себе на нуль. Вернет ли Россия право голоса в ПАСЕ, станет известно уже в январе следующего года. Тем временем в самой России заявили, что вряд ли будут подавать заявку на работу в ПАСЕ на следующий год. Елена Статюк, Эльвина Сейдбулаева, Сергей Карапищенко и Асан Эминов. Заман, АТР.
На Совете ООН по правам человека сегодня говорили о нарушениях на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. Постоянный представитель Украины при Совете ООН Юрий Клименко заявил, что нарушения можно остановить только при условии деоккупации Крыма, выводе российских регулярных войск, наемников из Донбасса и освобождении заложников. По словам Клименко, это должно сделать лишь путем привлечения ответственности оккупационной власти. Для этого участники дискуссии призвали поддержать резолюцию о ситуации по правам человека в Крыму и Севастополе. Ожидается, что ее примут на следующей неделе на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. МИД Украины угрожает санкциями участникам выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму. Любое участие политиков, активистов или наблюдателей в избирательном процессе на территории аннексированного полуострова незаконно, напомнили в ведомстве. По словам заместителя министра иностранных дел Василия Бондаря, участникам выборов запретят въезд в Украину. Также они попадут и под международные санкции. Предвыборная кампания в России стартовала сегодня. Выборы президента назначили на 18 марта 2018 года. Голосование совпало с годовщиной подписания так называемого договора о так называемом вхождении Крыма в состав России. В Кремле с сожалением отнеслись к продлению еще на полгода действия экономических антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, санкции не соответствуют ни интересам стран, входящих в ЕС, ни самой России. Между тем, администрация Трампа установила новый дедлайн для ввода антироссийских санкций. К 29 января следующего года администрация должна составить санкционный список. В него войдут предприятия военного и разведывательного сектора России, а также других стран, которые ведут бизнес с определенными российскими компаниями. Цель новых антироссийских санкций – наказать Россию за незаконную аннексию Крыма, войну на Донбассе и вмешательство в американские выборы 2016 года. Акция протеста у посольства США. Палестинская диаспора и представители арабских общественных организаций собрались у американского посольства, чтобы выразить несогласие с заявлением Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Детали расскажет наша Дарина Иванютенко. Более сотни человек протестуют у посольства США в Украине. Здесь собрались представители 22 мусульманских стран. Они подготовили обращение к президенту США. Выступают против его неправомерного решения о переносе столицы Израиля в Иерусалим. Надеются, что обращение передадут дипломаты посольства. Их лозунг «Иерусалим – исконная столица Палестины». Мы сегодня собираемся миллионами и стараемся вернуть то, что они у нас забрали, не имея права этого сделать. Я думаю, добьемся этого, добьемся победы. Перед входом в посольство художник рисует символическую картину с изображением Трампа, национальных символов Израиля и его родины Палестины. Картину также планируют передать в Белый дом. Иерусалим – столица наша. Израиль появился 48 год. Иерусалим – наша столица от 300 тысяч лет назад, наша столица. На каком основании сейчас Трамп заберут нашу столицу, дают на другими. Вот этот. Поэтому мы сегодня здесь все за это пришли. Люди говорят, действия президента США провоцируют расшатывание мирного процесса на Ближнем Востоке. Угнетение, агрессоры против человечества, против справедливости, против свободы человеческого. Нельзя играть чувствами людей, играть с чувствами народа, особенно чувствами мусульманских народов. Между тем, протесты против решения Трампа не утихают по всему Ближнему Востоку. В столице Малайзии, Куала-Лумпур, акцию протеста возглавил бывший премьер страны. Сотни протестующих собрались перед посольством США и скандировали антиамериканские лозунги. Аналогичная ситуация и в иорданской столице Омане. Тысячи протестующих жгут флаг США и Израиля и плакаты с изображением Трампа. А в секторе Газа недовольных решением американского президента собрали лидеры Хамаса. Они призывали к вооруженному сопротивлению против захвата Израилем палестинских территорий и также жгли и топтали флаги США и Израиля. Дарина Иванютенко, Ислам Пинка, Заман, АТР.
К концу дня в протестах из-за Иерусалима израильские военные застрелили 4 палестинцев, 160 человек ранены. Крымско-татарская этническая музыка звучала в Бруклине. Диаспора крымских татар в Нью-Йорке ежегодно проводит свой Хырым Гечесы – вечер Крыма. Наши журналисты побывали на последнем таком мероприятии и увидели, как ностальгируют крымчане за 1000 километров от родины. Хырым Гечесы или «Вечер Крыма» – такое торжественное собрание представителей крымско-татарских диаспор состоялось в Бруклине, в Нью-Йорке. Организаторы вечера – Ассоциация крымских татар Нью-Йорка. Ее президент Нариман Асанов уверен, такие мероприятия объединяют крымских татар со всего мира. Этот вечер среди крымских татар является самым долгожданным. Проходит один раз в год. Главная цель этого вечера – не забыть родину, объединить наш народ, воспитать наших детей в духе наших предков и радоваться вместе с нашим народом. Как бы далеко мы не были от Крыма, и по каким-либо причинам мы, к сожалению, не живем на родине, мы всегда помним о Крыме, и мы всегда знаем, что мы туда вернемся однажды. Во время мероприятия звучала этническая музыка, а известные крымско-татарские исполнители, которые сейчас проживают в Америке, Урия Кермичекли, Динара Фаизова, порадовали всех любимыми танцами и песнями. Порадовали присутствующих и маленькие актеры. На вечере Крыма организатор и идейный вдохновитель детского театра Зульфира Асанова вместе со своими воспитанниками представили пьесу «Аранчих» по мотивам крымско-татарской сказки. В связи со столетием Хурултая мы поставили маленькую пьесу. Наша цель, чтобы наши дети говорили на родном языке. Сохранение языка для нас очень важно. Не имеет значения, где мы находимся, в Крыму или в Киеве. Важно, чтобы наши дети знали родной язык. Вечер был наполнен ностальгией по дому, так как каждая крымско-татарская семья планирует вернуться туда. Но только уже в свободный Крым. Эльмаз Асан, Заман, АТР. В столице Турции, Анкаре, состоялся торжественный вечер в честь столетия Хурултая крымских татар. Как сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига, исторические судьбы украинского и крымско-татарского народов неразрывно связаны. Он также вручил удостоверение иностранных украинцев 2 представителям крымско-татарской диаспоры Турции. Кроме этого, на мероприятии выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Первый Хурултай крымско-татарского народа состоялся 9 декабря 1917 года в Ханском дворце в Бахчисарае. Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Желаю вам хороших выходных. Спокойной ночи.